Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сохранить беременность? Беременность — это начало новой жизни, поэтому это самый прекрасный период. В этот период необходимо беречь не только себя, женщине, но и будущего ребенка. Поэтому всегда нужно начинать с прегравидарной подготовки, которая включает в себя прием поливитаминов, особенно фолиевой кислоты, так как она необходима для профилактики нервной трубки при закладке органов у плода и для профилактики пороков развития. Продолжить прием фолиевой кислоты необходимо до 12 недели беременности. Также в этот период нужно исключить вредные привычки, избегать приема различных лекарственных средств, так как они также влияют на развитие будущего ребенка. Из вредных привычек обязательно нужно прекратить употребление алкоголя, недопустимо курение. В этот период также необходимо избегать стрессов, так как это также негативно влияет на будущего ребенка. Из лекарственных средств можно принимать фитотерапию, если есть какие-то стрессы, например, препараты валерианы, но ими также злоупотреблять нежелательно. Нужно стараться придерживаться здорового питания, так как в этот период необходимо не только прием поливитаминов, но и из пищи нужно, чтобы поступали питательные элементы. Пища должна быть богата белком, побольше должно быть овощей, фруктов, молочные продукты, жирные сорта рыбы. Всего этого нужно придерживаться не только в первом триместре, но и во втором и третьем. Не нужно отказывать себе в том, что хочется в употреблении продуктов, но и переедать тоже нельзя, так как прибавка в весе во время беременности не должна превышать 10-12 килограмм. В первом триместре на сроке до 12 недель необходимо встать на учет в женскую консультацию. Для этого необходимо женщине подойти по месту жительства в женскую консультацию, прикрепиться, и ей уже доктор даст перечень обследований и направит на УЗИ. УЗИ в первом триместре проводится на сроке 11-13 недель. Затем, когда наступает второй триместр, необходимо придерживаться тех же рекомендаций. Во втором триместре беременности УЗИ проводится на сроке 18-21 неделя. В этот период также нужно посещать акушер-гинеколога по месту жительства, так как женщина уже состоит на учете, нужно соблюдать рекомендации своего доктора. Из рекомендаций необходимо соблюдать также здоровое питание, прием поливитаминов, ограничить физические нагрузки, но легкие упражнения в этот период уже разрешены. Можно также посещать бассейн с разрешения акушер-гинеколога. Также нужно ограничить стрессы. В этот период плод начинает уже активно шевелиться, поэтому необходимы пешие прогулки, особенно на свежем воздухе. В третьем триместре беременности УЗИ-скрининг проводится на сроке 30-34 недели. Также нужно продолжить придерживаться здорового рационального питания, но в этот период нужно ограничить употребление соли, так как это может приводить к отекам. Во все 3 триместра беременности нужно поддерживать свой иммунитет, поэтому это сейчас очень актуально. Нужно не переохлаждаться, стараться употреблять здоровые продукты, полноценный сон должен быть, отдых, защищать себя от вирусных инфекций. Это частое мытье рук, стараться избегать контакта с больными людьми, стараться не пользоваться общественным транспортом, особенно беременным. Вакцинацию во время беременности от гриппа проводить можно, но тоже после консультации акушер-гинеколога или терапевта. Нерекомендованные прививки во время беременности — это против кори, краснухи, паротита, ветряной оспы и вируса папиллом человека. Беременность — это прекрасный период, поэтому беременная женщина в этот период расцветает, ее нужно в этот период беречь. Особенно должны ее беречь близкие, родные люди, потому что она вносит в себе будущего ребенка.